Уже третий год подряд в Чувашской республике реализуется новый инструмент поддержки – это социальный контракт, с помощью которого люди получают возможность открыть свое дело, завести подсобное хозяйство, освоить новую специальность и в дальнейшем иметь стабильный источник дохода. С начала июля этого года максимальный размер выплат был увеличен. На какую сумму теперь могут рассчитывать граждане и какие еще изменения коснулись социального контракта, расскажет министр труда и социальной защиты Чувашской республики Алена Елизарова. Алена Геннадьевна, здравствуйте. Добрый день. Что такое социальный контракт и чем он отличается от других видов социальной поддержки, например, пособий? Социальный контракт – это вид государственной социальной помощи, который направлен на то, чтобы вовлечь активного человека, у которого на сегодняшний день низкие доходы, в трудовую деятельность, либо в открытие собственного дела с тем, чтобы вот эта ситуация с низкими доходами исправилась. Выйти из трудной жизненной ситуации с помощью активных действий. И ключевая особенность, если мы сравниваем его с выплатами и пособиями, это нацеленность его именно на активные действия человека. То есть это некая удочка, которая в последующем позволяет получать стабильный доход и наращивать доход. Вот в этом его ключевое отличие. И при его заключении мы понимаем, что любой контракт – это соглашение двух сторон, а в данном случае это соглашение человека и государства. И, соответственно, человек, заключая социальный контракт, он заранее уже прописывает те мероприятия, те шаги, которые он предпримет для исправления трудной жизненной ситуации, для увеличения его доходов. А государство берет на себя обязательство, соответственно, помочь ему в этом. Если мы говорим о социальном контракте, то на сегодняшний день возможны 4 направления развития. Первое, которое отмечу, это помощь при трудоустройстве. Здесь предполагается оказание поддержки при трудоустройстве человека в виде некой социальной доплаты к его заработной плате. Эта выплата составит 12 896 рублей. Она будет выплачиваться в течение 3 месяцев после трудоустройства человека. Еще одно направление – это содействие развитию собственного дела, индивидуальному предпринимательству. И здесь возможно 2 сценария, скажем так. Получение единовременной денежной выплаты в размере до 350 тысяч рублей, которые можно направить на приобретение оборудования, аренду помещения, налоговые расходы и прочие расходы, которые возникают у начинающего предпринимателя на старте. И здесь возможно после получения этой формы поддержки, заключения контракта, развитие человека, понятно, по новой своей траектории. Очень часто в основу здесь ложится и хобби человека, когда он что-то умеет либо шить, либо умеет оказать какую-либо услугу профессионально. И, соответственно, он берет вот эту траекторию для себя. И обязательно регистрируется, первое, либо как индивидуальный предприниматель, а второй вариант – это в качестве самозанятого. Дальше отмечу еще одно направление, третье – это оказание поддержки на развитие личного подсобного хозяйства. Здесь также по социальному контракту оказывается помощь в размере до 200 тысяч рублей. Средства также можно потратить на приобретение необходимого оборудования, сельскохозяйственной продукции. И отмечу, что это новое направление, которое реализуется с начала 2022 года. И для сельских жителей, я думаю, оно особенно интересно. В этом русле также человек берет на себя обязательства развиваться и, безусловно, регистрируется в качестве самозанятого или индивидуального предпринимателя. Отмечу, что по этим 3 направлениям, которые я обозначил, трудоустройство, собственный бизнес, личное подсобное хозяйство, возможно также прохождение обучения. Оно будет для гражданина бесплатно, до 30 тысяч рублей можно направить на обучение. Срок составляет также до 3 месяцев. Он может быть короче, но не более. И здесь человек сам выбирает образовательную программу, образовательную организацию, которая ему интересна, которая ему будет полезна для его развития, а государство уже оплатит стоимость его обучения. Безусловно, образовательная организация должна иметь лицензию. То есть программа должна быть серьезная, проработанная, чтобы она действительно принесла человеку пользу. Ну и 4 направление, так называемая прямая поддержка, она направлена на преодоление трудной жизненной ситуации. И здесь предоставление ее возможно узкой категории, так скажем.
граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации по тем или иным, скажем, объективным причинам. Как, например, инвалидность у обоих неработающих родителей, наличие детей-инвалидов в семье, многодетные семьи, где более 4 детей, инвалидность у обоих одиноких неработающих граждан. То есть вот четко очерченный круг лиц, которые получают поддержку государства вот по 4-му направлению, так называемая прямая поддержка. А на какую специальность можно обучиться и какие из них наиболее востребованные в настоящее время? Специальность, еще раз повторюсь, человек выбирает сам. А если мы говорим о популярных направлениях, то чаще всего люди выбирают ведение бизнеса. Вот программы, связанные с ведением бизнеса. Это антикризисное управление, это курсы, направленные на ведение бухгалтерского учета. То есть некие, скажем так, базовые знания, которые нужны начинающему предпринимателю. Это самые популярные направления. Ну а в остальном, еще раз повторюсь, выбор за человеком. Механизм социального контракта постоянно донастраивается. Какие изменения его коснулись в этом году? Несмотря на то, что вот эта форма оказания государственной помощи достаточно молодая, скажем, новая, реализуется, напомню, с 2020 года, тем не менее, вот ориентируясь на практику, анализируя реализацию вот этого механизма, мы видим определенные, скажем, тонкие места, проблемные моменты, которые, безусловно, донастраиваем и меняем. Соответственно, начиная с 1 июля по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина сумма выплат по социальному контракту была увеличена. И увеличена достаточно серьезно. Если ранее до 1 июля на ведение собственного дела граждане могли получить до 250 тысяч, то сейчас это размер составляет 350 тысяч. На личное подсобное хозяйство ранее размер составлял 100 тысяч, то сейчас сумма составляет 200 тысяч рублей. То есть это вот такое серьезное увеличение, которое вступило в силу с 1 июля. А если же мы говорим о текущей ситуации в этом году, то весной этого года было принято решение, согласно которому лица, потерявшие работу после 1 марта этого года, мы понимаем, что определенные риски в экономике мы видели, и, безусловно, сейчас контролируем эту ситуацию и рынок труда. Тем, чтобы поддержать вот тех, кто потерял работу с 1 марта, для них ввели оговорку, которая позволяет не учитывать их доходы за прошлый период. Соответственно, семья при подсчете среднедушевого дохода имеет большой шанс на признание малоимущей и получить право заключить социальный контракт. А если, к примеру, гражданин потерял работу с 1 марта, а его супруга продолжает работать, ее доходы тоже не будут учитываться? Но поскольку она продолжает трудовую деятельность и работу не теряла, то, конечно, ее трудовые доходы будут учитываться. Но и говоря об изменениях, вот еще несколько слов скажу в части изменений, внесенных на региональном уровне. Здесь несколько смягчили критерии. В частности, если ранее в семье один из членов семьи уже являлся индивидуальным предпринимателем, это становилось причиной, скажем, невозможности заключения социального контракта. Сейчас это ограничение, соответственно, скажем так, удалено, его нет. И если даже в семье есть индивидуальный предприниматель, то другой член семьи вправе заключить социальный контракт в соответствии критериям малоимущности. Еще одно новшество, которое внедрено в этом году, это возможность заключать социальный контракт по принципу социального казначейства. Напомню, этот принцип предполагает в первую очередь простоту формата, то есть одно заявление, минимальные сроки, и вопрос должен быть рассмотрен и решен. И здесь мы по поручению главы республики Олега Алексеевича Николаева правила скорректировали, и сейчас все граждане, кто уже сегодня включен в реестр малоимущих граждан, либо семья стоит уже в реестре, они подают одно заявление. Все достаточно просто и достаточно быстро проходит процесс рассмотрения и в последующем заключении социального контракта. А когда можно подать заявление на социальный контракт, если у одного из супругов еще не вышел срок социального контракта?
ориентируемся на срок социального контракта, который заключил первый член семьи. Он, как правило, может составлять до 12 месяцев. Все зависит от направления, которое выбрано. Соответственно, по истечении этих 12 месяцев проходит анализ эффективности, то есть насколько помог социальный контракт. Вот этот анализ эффективности проходит в течение 4 месяцев. И уже вот по истечении этого времени возможно заключение второго социального контракта, если это будет признано целесообразным и, соответственно, по критериям возможным. Могут ли пенсионеры получить соцподдержку на ведение личного подсобного хозяйства? Да, это возможно, и не только на ведение личного подсобного хозяйства и открытие собственного дела возможно, но при одном условии. Среднемесячный доход, если он один проживает, составляет не более 10 175 рублей. То есть это вот тот размер прожиточного минимума для пенсионера, который здесь учитывается. А возможно ли как-то продлить срок действия контракта? Да, это возможно. Для этого обращаются в отдел социальной защиты населения, которые рассмотрят ситуацию конкретно и индивидуально с каждым человеком будут решать. Если есть такая целесообразность, то это возможно, но не более чем наполовину срока, который уже был указан в контракте. Много ли граждан Чувашии уже заключили социальные контракты в этом году? Если мы говорим за 2022 год, то порядка 2000 социальных контрактов уже заключено. Если мы берем в разрезе направлений, то порядка 700 из них – это на трудоустройство граждан, порядка 470 социальных контрактов – это на открытие своего собственного дела и 250 контрактов на личное подсобное хозяйство. Ну и также иные направления, о которых мы с вами говорили. Но если же мы берем в разрезе с начала реализации этой формы поддержки, то есть с 2020 года, то социальных контрактов уже стало порядка 9000. Общая сумма финансовой поддержки, которая выделена из бюджета республики и федерального бюджета, на сегодня составляет 193 миллиона рублей. Если же мы говорим о годовом измерении, то общий объем здесь составляет 390 миллионов рублей. И мы понимаем, что резервов у нас достаточно. И, конечно, приглашаем жителей нашей республики прийти в отдел социальной защиты населения и попробовать свои силы реализовать себя в этой жизни с помощью социального контракта. Спасибо, Алена Геннадьевна. О нововведениях в предоставлении социального контракта мы говорили с министром труда и социальной защиты Чувашской республики Аленой Елизаровой. До свидания.